Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас на новой неделе? Давайте посмотрим, как за 7 дней изменится ваша жизнь. Просто загадайте на себя, и нужная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какая рыба. Чудесная рыба. Из воды прям выпрыгнула, видите? Рыба огромная. Рыба, которая заставит вас очень сильно удивиться. И даже, возможно, как шок у вас произойдет, да, от этой рыбы. Смотрите, какой у нее плавник. Ох, рыбище. Огромная рыба. Смотрите, с левой стороны точно не ждете, точно не предполагаете. И это прям сюрприз, который вам, я так понимаю, сама судьба приготовила. Неожиданные крупные деньги ворвутся в вашу жизнь именно в ближайшие 7 дней, на новой неделе. Да, а вы еще как-то спиной стоите в полоборота, да, видно, там решили, что все, ничего не будет, пора уходить, да, все равно место не рыбное, а тут такая рыба выпрыгивает и вас прям водой обдает. Кстати, вода — это положительные эмоции. И вода, она ведь очищает от негатива, от грусти, от тоски, от печали. В общем, мои дорогие, по этой рыбе ждите самых неожиданных денег, причем крупных и больших. А у кого-то из вас рыба показывает не деньги, но любовь. Потому что энергия денег и энергия любви, они очень похожи. Их всегда называют сестры-близняшки, и всегда они ходят рядом, вместе ходят. А у кого-то прям неожиданное признание, которое разорвет ваше пространство, которое разделит вашу жизнь на до и после. Очень красиво человек признается. Понятно, что и предложение какое-то вам сделает, от которого там прям сердце ёкнет. Будет очень и очень необычно. И вот это событие, либо с деньгами связанное, либо с любовным признанием, перебьет по силе все остальные события. Тьфу-тьфу, дай Боже, да, кому денег, кто побольше, берите, пусть идет. Если про любовь, так счастья вам, мои дорогие, счастья побольше. Так, еще, вот тут за вами кто-то будет бегать, чтобы вам что-то либо дать, либо отдать, либо даже вас чем-то угостить. Человек, который просто считает себя обязанным, да, это прям такой долг, за вами поухаживать, вам угодить, подсластить вам жизнь, да, что-то вкусненькое дать, либо какой-то подарок вам отдать, может, за прошлые какие-то ваши поступки. Буквально, смотрите, вы убегаете, а за вами бегут, прям за шиворот вас хватают, за подол одежды, да, вот лишь бы вы забрали что-то. Чем-то, да, хотят наградить, либо угостить. И почему вы убегаете? Наверное, не потому, что не хотите принимать награду либо угощение, а скорее всего вам будет некогда. У вас будет много дел, много планов, много задач, и прям такая суетливая немножко неделька идет. Каждый день у вас там прям буквально расписан до минуточки, до секундочки. И да, возможно, будет сложно с этим человеком вам пересечься, встретиться, поэтому человек даже вот куда-то поедет, где-то вас там дождется, либо там будет вас где-то подстерегать, выжидать, чтобы вам вот дать эту награду, дать этот подарок, либо угощение передать. Дальше показывают бубновую масть. Она у вас с правой стороны прямо на стол ложится. Но бубновой мастью могут показать и документы важные, и чеки, и расписки, и договора. И также могут показать конкретные деньги, да? Деньги, которые прямо на стол ложатся. Что бы это ни было, оно выходит с вашей стороны и ложится на стол. То есть за ним не нужно идти, его не нужно просить, его не нужно ждать, там, с кем-то договариваться не нужно. Само приходит. Да? Время пришло, все, вы получаете, радуетесь, наслаждаетесь своей жизнью. Очки показывают, но очки какие-то странные. У них как будто бы очень необычная оправа. На левый глаз идет такая толстая линза, а на правый глаз как будто бы вообще ничего нет, да, стекла нет. Пустая эта глазница получается. Очки, которые
вам очень и очень хорошую службу сослужат. То есть в таких очках, ну, левый глаз, да, на нем увеличительное стекло, видеть то, что не видят другие. Либо наконец-таки рассмотреть то, что было от вас скрыто. А с правым глазом у вас все хорошо, да, вот рядом с вами нормальные люди, которые вас не обманывают, все идет так, как надо. Какой-то особый там контроль, слежку не нужно применять, да. А вот то, что скрытое, вам как раз-таки туда нужно фокусироваться. Как говорят, читать между строк, да, вот как раз-таки и будете читать. Это, скорее всего, в каком-то переносном смысле идет информация, что ваш левый глаз будет видеть гораздо лучше, чем правый. Да? Вы можете видеть то, что очень долго было скрыто, либо то, что от вас спрятали, либо то, что недоступно другим людям. Вот. И, судя по всему, очки вам наденут высшие силы. Просто в один момент проснетесь, такая, ничего себе. Как у меня тут левый глаз разработался, вижу то, чего не видят другие. Вы, главное, этого не бойтесь, относитесь к этому нормально, с пониманием. Знаете, что это особая привилегия, это особая награда, да, видеть то, что не видят другие. Сразу хочу сказать, да, что здесь не в прямом смысле слова может отыграться, что вы там что-то начинаете видеть. Здесь может отыграться, что вы вот какой-то тайный подтекст начинаете видеть, ощущать, что вы по-другому начинаете смотреть, либо воспринимать какие-то вещи, людей. И также вот какие-то тайные, скрытые знания мне идут. Да, секретные, скрытые знания. Так что высшие силы прям помогают, и помогают очень здорово. Это не какое-то чудо, раз там чудо случилось. Нет, вам дают особый инструмент, видение, которое вам пригодится буквально вот в каждую минуточку, секундочку вашей жизни. Благодаря, кстати, этим очкам вы очень сильно продвинетесь вперед. И, возможно, даже за неделю такой объем работы сделаете, либо так много всего узнаете, сколько вы не могли узнать за последние несколько лет, либо сделать за последние несколько лет. Дальше метлу показывают. Метлу, ну, кому-то прямо конкретно намекают, да, что нужно навести порядок. Навести порядок в доме, в офисе, либо в отношениях, может, в окружении, да, нужно навести порядок. А кому-то метла идет как средство передвижения. Куда-то ехать, куда-то лететь. С правой стороны, ну, надо, да, надо. Либо время пришло, либо такая необходимость возникнет. Ну, с правой стороны это удачная дорога, это полезная дорога. Вот, на благо вам пойдет, да, хороший знак. Так, старый пень показывают. Старый пень, веточки новенькие дал. Вообще на нем какие-то эти почки, что ли, появились, листочки, старый пень. Либо речь идет про какие-то старые чувства, либо про какие-то старые отношения, либо про ваши сердечные желания, да, возможно, вы там в разводе, и вы решили, что ну все, хватит с меня, не буду больше ни для кого цвести. Но нет. Вот даже по рыбе, да, любовь придет и не спросит. Точно ответите взаимностью, вам будет приятно. А если речь идет про какие-то прошлые отношения, да, там старые чувства, потому что из молодости что-то, то прекрасное состояние, когда действительно человек интересен, когда хочется человека узнавать больше, лучше, проводить вместе время, когда вы сами себе разрешаете немножечко счастья, да, вот прям романтики и счастья, это хороший знак. И у кого-то еще может отыграться, что человек в возрасте, ну, старше, чем вы, да, ну, кто у нас старый пень, ну, достаточно взрослый человек, к вам начнет проявлять и испытывать очень теплые чувства. Это не обязательно, что какой-то там старый развратник там к вам потянется, начнет приставать. Нет, это может быть и платоническое чувство, да, может быть, вы как дочка человеку понравитесь, там, либо увидит дочь, либо даже внучку может увидеть, прям расцветет в вашу сторону, да, тепло идет, цветение идет, хороший знак. Так, еще с каким-то ослом вам придется договариваться. Осел прям просто невменяемый. Извините, но скажу, как вижу. Он не то чтобы не идет, он даже не встает. Он сидит вот на попе ровно, хвост задрал и смотрит вообще в противоположную сторону от вас. Но вы таких упрямых, скорее всего, знаете, как обламывать, да, либо как с ними разговаривать, как их воспитывать. Этот осел не успеет и глазом моргнуть, когда будет послушно выполнять все ваши команды.
Как вы этого добьетесь? Ну, у вас талант к этому, да, у вас, возможно, в роду были очень хорошие дрессировщики. Я так понимаю, что животные вас очень любят. Вы к любому животному можете найти подход. И даже если у вас дома есть ваши любимцы, то, скорее всего, вы тоже их немножко дрессируете, и они прям очень легко это все схватывают. Вы думаете, у меня питомец талантливый? На самом деле нет, это вы дрессировщик талантливый. Вы не только к животным можете подбирать ключик, но и к людям. И вот этот ваш талант вам очень сильно пригодится на новой неделе. Упрямого осла не только встать заставите, но и бегать будет, как этот лошадь, да? Цирковая лошадь по кругу будет бегать. Ну, может, не по кругу, но, в общем, выполнять ваши распоряжения. У вас точно получится. И как-то быстро получится. Прям этот осел сам будет в шоке. А как это она со мной такое сделала? А почему я такой податливый стал, да? Как пластилин в ее руках. И ничего не могу ей ответить, да? Не могу ей сопротивляться. Дальше показывают вазу. Ваза разбитая, я так понимаю, либо у вазы есть какой-то дефект, сколько бы воды в нее не наливали, эта вода вся, ну, как растекается, да, вытекает из этой вазы. И с левой стороны, скорее всего, это не ваша проблема, а проблема каких-то людей, и вот они бедные ходят, эту воду льют, и такие в шоке, да, куда вода девается, почему ваза не наполняется, и они уже там все перепробовали, все пересмотрели, они понять не могут, да, что за чудеса-то такие, да, что за порча такая. Вот, пока не появитесь вы, а вы сразу увидите, в чем проблема. И эти люди, они такие благодарные вам будут. Они там вас и на руках носят, и целуют, и обнимают, и на весь свет кричат, что вы там гениальны, что вы их всех спасли. То есть медали вы не искали, да, звание героя не искали, но звание героя найдет вас само, да, либо медаль вас найдет сама. Слушайте, столько много комплиментов вы слушаете, но вы действительно этим людям помогли. Если бы не вы, они бы, там, не знаю, год бы над этой вазой горевали, чахли бы, так бы и не поняли, да, что там дырочка есть. А вы сразу увидите, с первого взгляда увидите, в чем проблема. Так, еще женщину показывают. Женщина такая темненькая мне идет, может, крашеная, ну вот волосики темные у нее, среднего возраста. И вот эта женщина, она вас куда-то будет звать, приглашать и прям настоятельно, да, рекомендовать, чтобы вы откликнулись на ее приглашение. А у вас то ли времени нет, то ли особого желания нет. И вам как совет все-таки найти время, хотя бы там полчасика, часик, и эту женщину уважить, потому что от этой женщины в будущем будет что-то очень сильно зависеть. Да? А если вы ее обидите отказом, то, сами понимаете, будет не очень приятно. Что будет зависеть, не скажу, но это будет в будущем. Это, возможно, там в следующем месяце будет происходить. Поэтому надо ее как-то уважить. Найти, выкроить хотя бы там 30-40 минут, да, сходить, либо там побывать, как сделать эту отметку, да, и все. Это как бы важная подсказка, чтобы вы себе там в будущем ничего не испортили, да, лучше сейчас там эту соломку расстелить. И, кстати, эта женщина, она неплохая, у нее нет каких-то плохих мыслей, либо какого-то негативного отношения к вам, негативных каких-то фантазий по поводу вас, желаний, ничего такого нет. Она открытая, она, может, немножко такая не от мира сего, но, тем не менее, хороший, положительный человек. Ничего плохого точно не случится. Да, время потратите, но плохого точно не будет. Дальше показывают странную картину. Дверь и лестница. Дверь такая приличная, а лестница прям, знаете, как будто бы металлическая, очень такая скользкая, как вот две палки и прутья посередине. И вот через двери хода нет. Либо он, если и есть, там прям очень много дверей, да, за каждой новой дверью еще одна дверь скрывается. И двери как-то от большой к маленькой идут, как нисходящие, да. А вот лестница, она конкретная, и она прям действительно ведет туда, куда вам надо. То есть, возможно, не нужно идти каким-то общим путем, протоптанным путем. Возможно, следует немножко как креативность проявить. Да? Не бояться этой лестницы, потому что эта лестница — это и есть короткий путь к тому, что вам необходимо, либо к вашему желанию, либо к вашей цели.
Не бойтесь, что лестница такая неудобная, там буквально вы на ней проведете минуты 2 от силы. А если пойдете через двери, то вы, как минимум, там, на несколько месяцев застрянете, открывая каждый раз вот эту новую дверь. Да, это очень какой-то муторный и долгий процесс, и оно вам точно не надо. Тем более вы не тот человек, который будет прям ждать, ходить, вот это выжидать. Нет, вы хотите сразу, да, вот вижу цель, не вижу препятствий, вижу, получаю результат. Это только через лестницу. Нестандартный подход, рискованный подход, но оно того стоит. Показывают, что вы очень сильно впечатлите некого человека. Человек непростой, голова большая. Человек, который имеет такое прям крутое место в жизни и какой-то прям особый статус, особое положение. Знаете, какой-то привилегированный человек, коронованный человек. Не простой какой-то Ваня, да? Человек, который многое повидал в своей жизни, скорее всего, работает с людьми, с разными людьми. Но вы его так впечатлите, что человек даже потеряет свою уверенность, либо даже дар речи. Как-то очень странно будет вести себя в вашем присутствии, как будто бы, я не знаю, какой-то малолетка. Вы, пожалуйста, этого не пугайтесь. Это неплохо, наоборот, это хорошо. То есть мне показывают человека такого сухого, закостенелого, который уже, знаете, перестал в жизни удивляться, который такой: меня нельзя удивить. Ничего такого в мире не существует, от чего бы я удивился. Но когда он познакомится с вами, либо она познакомится с вами, вот все, понимаете, картинка разобьется на мелкие кусочки. Человек скажет: боже, я такого не видел. Неужели еще есть такие интересные люди? Прям буквально к вам прилипает, буквально, как придет в себя, да, к вам прилипнет. Давайте общаться, давайте дружить, давайте встречаться. Знаете, вот какой-то научный, что ли, интерес, или как это правильно сказать. Не личный, точно не личный. Может быть, личный потом появится, но пока личного нет. А вот именно вы интересны как человек, вы интересны как личность, вы интересны как собеседник, собеседница, да, вот как-то так мне идет. И я вам скажу, это дорогого стоит. Вы наконец-таки начинаете общаться, знакомиться с правильными людьми. С людьми, которые не будут для вас обузой, но людьми, которые будут вашими ступеньками. Ступеньками в карьере, в работе, в каких-то достижениях, в каких-то переменах в вашей жизни. Вот именно с правильными людьми начинаете, да, контактировать. Дальше. Показывают людей с ножами. Я не знаю, куда вы попадете, какая-то поножовщина. Но, скорее всего, это не ножи, скорее всего, это слова. Да? У всех вот прям, смотрите, ножичек в руках. Один ножичек, второй ножичек, третий ножичек. У кого-то подлиннее, у кого-то поострее, у кого-то вообще как какая-то кнопка, да. Непонятно вообще, нож ли это. Люди острые на язык, либо люди с какими-то претензиями. Но у вас такой огромный щит в руках, что вам прям совсем не страшно. Вы такая: кто следующий, да? Все ножички затупите и сломаете. Тут как минимум 3 человека с этими ножичками. Но ни одному не удастся проткнуть ваш щит, либо до вас добраться. У каждого вот этот ножик затупится, либо сломается. Отобьетесь. Вот, вы отобьетесь. Причем драться вы точно не будете. Да, достаточно того, что есть щит. Просто закроетесь и все. Вот, и все аргументы разобьете, и все желания какие-то вам претензии рассказывать уйдут у людей. И вообще как-то люди скажут: как так, да? Хотели тут самоутвердиться, придется сдуться и назад уйти, отползти. Прям покажете, кто вы такой, кто вы такая, из какого теста вы сделаны. Так, еще какие-то семечки, кушать семечки. Нет, если вы прям любитель семечек, то понятно, да, у вас, наверное, всегда есть какой-то запас. Вы либо сами их жарите, либо уже готовенькие покупаете. А у кого-то отыграется, что семечки — это не семечки, а именно семена. Семена, которые вы начнете сеять. Причем не как обычно люди жменько кидают, да, а вы прям целый мешок этих семечек выкидываете, раскидываете, да. Я вам скажу так, что некоторые семена прорастут очень быстро. Прям буквально за несколько часов, да, за сутки прорастут. А другие семена, они должны прям полежать, привыкнуть, потом потихонечку начинать проклевываться. Возможно, поэтому вы сразу все вместе сеете. А возможно, вы просто что будет, то будет, да, что вырастет, то и мое.
Посеете в ближайшие 7 дней, а урожай будете собирать на протяжении нескольких лет. Вот то, что вы сделаете на новой неделе, все то новое, за что возьмете, либо все то, на что вы решитесь, урожай вы будете несколько лет собирать. И несколько лет — это не 1 и не 2. Там у кого-то и на 15, и на 20 лет идут семена. Да, вот они будут расти, там, постоянно давать вам урожай, вы будете их собирать. И этот урожай от года к году будет больше и больше становиться. Вы все разные. Я, к сожалению, не могу сказать, что это, что конкретно вы начнете делать. Но знайте, да, у нас на новой неделе как раз-таки новолуние будет. И опять же, то, что мы делаем на новолуние, всегда дает очень хороший, стойкий, прекрасный результат. А кто будет семечки кушать, то, наверное, какой-то вкусный сорт, либо больше, чем обычно будете кушать. А может быть еще ситуация, что вас кто-то угостит какими-то очень классными и вкусными семечками. Вот, знаете, раз на раз не приходится. Иногда купишь вкусные, иногда купишь прям, выкидываешь, да. Там либо они сырые, отсыревшие, да, либо с каким-то запахом неприятным. Либо там одна соль, а не семечки. Вот, ну, тем не менее, раз показали, значит будет. Так, еще с какого-то человека сапоги снимете. Ну, по крайней мере, один точно снимете. Ну, тут либо роль себе заберете, либо вы человека куда-то не пускаете, не пустите. Да? Возможно, ваше сердце вам подскажет, что ехать не надо, либо идти не надо. Либо затея глупая, да, вот вы вмешаетесь и скажете: все, сидишь дома, никуда не едешь. Ну, либо как бы скажете: нет, я поеду, ты сиди, а я поеду. Вот, сапоги снимаете. Кстати, для девушек, для молодых девушек, возможно, что ухажер вашей подружки, либо там родственницы очень резко и быстро переключится на вас. Ну, бывает такое, да. Если это не муж и жена, а просто люди там, знакомые или только начали встречаться, ну, почему бы и нет? Ну, как бы, если ты ничего не чувствуешь, но чувствуешь к другому человеку, то есть и об этом честно говоришь, ну, это нормально. То есть и такое еще может быть. Так, дальше. Показывают, что вы с кем-то вместе, на пару, я бы даже сказала, да, на пару, что-то придумываете. Но как-то странно, вы как будто бы разделили задумку на 2 части. За одну часть вы отвечаете, за другую часть другой человек отвечает. И потом вы вместе как-то это соединяете, и получается готовый, там, не знаю, план, да, либо готовый продукт. И я вам так скажу, вы, конечно, будете дольше думать, потому что вы человек такой основательный. Вы не вот это шурум-бурум, да, тяп-ляп, абы было. Нет, вы очень там все грамотно пропишете, рассчитаете, там, спланируете, всякие там запасные вариантики придумаете. А вот ваш напарник получается вот как раз-таки шурум-бурум, да, тяп-ляп. И вроде человек быстрее справится, но очень некачественно. А у вас прям идеальный вариант. Ну, благодаря вам, я так понимаю, что это партнерство, оно будет удачным. Если бы человек сам, либо с кем-то другим бы делал, то там все, вилами на воде писано, да, ничего бы не было. Это не вам повезло с этим человеком, это человеку повезло с тем, что вы есть рядом, что вы согласились, либо стали взаимодействовать. Дальше показывают какие-то горы, которые впереди маячат. А вы стоите и думаете, идти, не идти, надо оно вам или не надо. Выбирать будете, куда вам пойти, либо чем вам заниматься. Ну, горы у вас слева, а паруса у вас справа. То есть либо решать проблемы серьезные, да, впутываться в проблемы, либо все-таки идти и что-то для себя делать. Да. Паруса — это свои собственные желания, мечты. Выбирайте лучше паруса, тем более они справа. Правая сторона, она ваша сторона, она полезная для вас. А проблемы точно подождут, никуда они не денутся. Еще столько же времени простоят, никто их трогать не будет. Возможно, вам вообще эти горы не нужны, они не ваши и никакой роли в вашей жизни не сыграют, да? Так что лучше туда не ходите. Дальше иголка с ниткой показаны. Сшивать, восстанавливать, налаживать, улучшать. Швея сшивает разные кусочки материи, да, создает, например, там рубаху, платье, ну, какой-то элемент гардероба.
иголка с ниткой на вашей стороне. Значит, вам придется сшивать. И, возможно, эта работа не самая легкая, не самая желанная, но, тем не менее, из вас получится очень хорошая швея. Возможно, вы в прошлом когда-то шили, либо вы шьете как хобби. У кого-то точно заказ будет, да, придет к вам человек и скажет: вот помоги, да, надо сшить. Вот везде мне отказали, либо такие деньги ломят, что страшно. И вот кто возьмет заказ, это прям и работа по сердцу, да. Ну, конечно, ответственность, понятное дело, но, с другой стороны, работа по сердцу, и вот эта работа, она вас прославит. А если вы не швея, а это условный знак, да, то будете каких-то людей то ли соединять, то ли улучшать между ними отношения. Возможно, даже у кого-то отыграется, что вы сами, да, отношения свои с кем-то улучшите, да, сошьете. Это неплохо, это очень хорошо. Так, ближе к венцу. Ну, тут так и показан молодой месяц. Вот этот маленький серп, тоненький серп молодого месяца. И показано событие, которое буквально все меняет. Вот как будто бы с ног на голову переворачивает, либо наоборот. И вы знаете, я скажу так, что люди испугаются, но вы же нет. Потому что в этом событии вы прям знак увидите. Либо ответ, либо подсказку. Это именно то, что вам было нужно. Одни люди боятся, в ужасе от того, что происходит. А вы же с улыбкой смотрите на это событие, потому что вы видите знак, да, знаковость этого события. Если вы долго мучились, вам нужны были ответы, ответов не было, вам нужны были знаки, знаков не было, пожалуйста, на новой неделе, в ближайшие 7 дней вы точно знак получите. И знак этот будет одобрительный, утвердительный, и это будет слово «да». Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.